фасад из задней стороны, он, по сути, зеркалит входную группу с центральной площади. Мэру Казани показывают план капремонта одного из старейших в городе дворцов культуры. Здание 59-го года постройки, объект культурного наследия, переживает второе рождение. Здесь может быть и ударный, и гитара, все расставить. Я много где видел звуковые студии, в том числе в Москве. Это такой уровень уже, в том числе за рубежом. Это уже уровень такой Эбби-Роуд. Внутри устанавливают современные конструкции для звукопоглощения, как и в мировых студиях записи и концертных залах. Вместимость 500 человек. При этом строители и дизайнеры бережно восстанавливают весь исторический декор, лепнину и паркет, чтобы здание не теряло своей истории. Судя по тому, что мы видим в картинках из первого приближения, он даже при открытии не имел такой красоты и такого убранства, который на сегодняшний день благодаря вам, дизайнерам, архитекторам, проектантам и строителям получается. Решение дать ДК вторую жизнь было принято президентом республики. Он был включен в программу комплексного обновления объектов культурного значения. Сегодня строители завершили основные работы, ставят окна, ведется отделка. Открытие запланировано ко Дню Республики. Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Казань. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.